Птица счастья и удачи водится в одном кыргызском селе. И зовется эта птица страусом. Как ни удивительно, но выясняется, что это одно из самых прибыльных видов птицеводства и животноводства. Она безотходная, у страусов в ход идет все. Хозяева продают и мясо, и шкуру, и перья, и яйца. А ведь поначалу, 10 лет назад, когда страусы только прилетели в село Байтик, все смеялись и крутили пальцы у виска, мол, какие в наших краях страусы. Хозяина не знаю, вот перья. В родном селе Байтик его называют хозяином экзотической фермы, а он зовет своих страусов птицами удачи. Надо их учить же. Первые птицы прилетели в Кыргызстан маршрутом из России. Кульбайсун привез их 10 лет назад. Экзотические страусы быстро привыкли к горному климату и дали потомство. Хотя сельчане, видевшие страусов только по телевизору, удивлялись. Ну не нашего полета эта птица. Вот эта самка сейчас приглашает петуха. Видишь, вот таким этим приглашает петуха. Сомнения оказались напрасны. Теперь страусов на ферме не пересчитать. Это любого занимается. Вот пошла. Один самец на 3-4 раза в день. Это любого занимается. Азы страусоводства Кульбайсун осваивал на ходу, штудируя книги и пособия своих иностранных коллег. Из интернета точка вытащила. И там я загорелся. И потихоньку все прочитал, изучил там. Друзья из Москвы привезли книгу там, видео там привезли. Все посмотрели. Ферму в полгектара король страусов сам проектировал, строил. Поначалу здесь жили всего 6, а теперь целое пернатое стадо. Здесь же территории мало. По идее, на 1-2 самки должна один самец. И свою территорию, понимаешь? А здесь мы сделали групповую. Причудливым птицам, судя по всему, полюбилась сельская кыргызская глубинка. Несмотря на всю экзотичность, страусы неприхотливы. Принося своему хозяину мясо, яйца и перья, они не требуют больших затрат. Едят все, что дают. Качанку, то есть качанку. Вот это у нас этот леди, он 1 год 45 штук снес, да. Некоторые птицы имеют свои имена. В основном это первые поселенцы. Сторожил красавчик, теперь вроде местного вожака. Видишь, пугает. Вот это лидер. Пугает вечно. Разведение страусов довольно выгодное занятие. Одна переработанная шкура может окупить затраты на покупку птенца. Вот это если перья только продать хорошо, это на корм на год хватит. На страусиной ферме все идет в дело. Перья пользуются спросом у модельеров, яичная скорлупа у художников. В своем загородном доме, куда изредка приглашают гостей, Кульбайсун хранит самое ценное. Машина дорабатывает здесь и рисует. Ну это же сложно, ничего нету. Покрасенные уже, пробные, видишь? Из этого можно сумку делать, кошельки можно делать. Кожа страуса наряду с кожей крокодила – дорогая роскошь. Можно также сделать здесь национальный орнамент полностью, или так сделать, а сюда нарисовать. Мясо тоже не из дешевых, диетический, деликатесный продукт. А одним яйцом, уверяет супруга фермера, можно без малого накормить 10 человек. Одно яйцо еще маленький чуть-чуть. Не такая большая, маленькая чуть-чуть. 4 сковородка, еще пышная будет. Омлет из страусиного яйца – редкий завтрак даже для короля страусов. Слишком дорогое удовольствие. Столовая, то есть пригодная к еде, стоит по меньшей мере $50. Неделю собираем, потом отложу и на инкубатор. Валерий отвечает за то, чтобы из этих яиц вылупились цыплята. На это уходит чуть больше месяца. Ножки дрожат, а потом я пролечил, он через неделю пришел, говорит, совсем другие. В прошлом автомеханик и ветеринар по призванию Валерий за 8 лет работы со страусами смог свести к нулю их смертность. Почти весь молодняк, появившийся на свет, выживает. К ветеринарам обращался. От куриных болезней дают рекомендации, и все. А так я сам нашел, чем лечить. Скажи про инкубатор своего. Работает. В принципе, так же, как и классические.
Домашний инкубатор, где согреваются яйца, Валерий сделал сам из подручных материалов. Конструкция поддерживает необходимую температуру, влажность воздуха и даже периодически проворачивает яйца автоматически. Есть в наличии еще один станок. В таких инкубационных режимах вывести птенцов можно без потерь. Яйцо весит, что это, 1,5 килограмма. Вот он там сидит по яйцу. Этому птенцу всего несколько часов. Он вылупился уже зрячим и с пушком. Через пару месяцев будет весить больше 10 килограммов. Эти сейчас на родину поедут. За работу Валерий забирает 3 из 10 страусят. Так как нет места, где можно было бы их разводить, птенцов он продает. 200-250 долларов. Вот в таком возрасте? Да. А больше? Ну, больше, естественно, дороже. Сменив прописку, птицы пустыни получили местное прозвище – валютных птиц. Взрослый страус стоит как хорошая лошадь. Она между яком и лошадью, вот это мясо. Только красная. Только красная она. Мясо красное. Красная, да. Там, ну, это же полудикая же, жилы там. В мечтах фермера увеличить поголовье своей чудо-птицы. Тогда ее можно будет забивать на мясо. Таков жестокий, но прагматичный расчет. А пока птица зарабатывает своему хозяину, развлекая публику перьями, яйцами, даже тем, что ходит ежедневно по большой нужде. Страусиный помет, пожалуй, самое лучшее удобрение в природе. Растет все, как на дрожжах.